Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Мои дорогие, если видео вам понравилось, если видео было для вас полезно, не забудьте отметить его лайком. Ну и огромное спасибо всем тем, кто пишет мне хорошие и добрые комментарии. Мои дорогие, тема сегодняшнего гадания звучит так. Ветер перемен. Когда и как улучшится ваша жизнь? Пожалуйста, посмотрите на песочек и задайте такой вопрос. Когда и как улучшится моя жизнь? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможности ответить на все ваши вопросы и дать вам самую лучшую, самую точную и самую нужную информацию на данный период времени. Итак, я начну с вопроса, когда же, наконец, в вашу жизнь придут перемены? Ну и спросим, чего они будут касаться. Когда в вашу жизнь придут перемены? Так, ну, перемены придут в течение 2 периодов времени, прям 2, может быть 2 с хвостиком, вот так вот идет. Эти перемены, это может быть как и 2 недели, так и 2 месяца, так и 2 года. То есть я вижу перед собой песок человека, да, вот людей, которые вот смотрят, кто пришел на мое гадание. У вас вот прям вообще... Я заметила по гаданиям, да, вот зрители мои дорогие, у вас какие-то глобальные перемены в жизни, они уже происходят, уже процесс запущен. То есть люди вот в стадии какой-то очень глубокой трансформации. Эта трансформация, она, во-первых, по судьбе, она очень нужна, она очень важна. Ее ни в коем случае не стоит бояться. Ее нужно принимать и, например, даже себе стараться вот как-то помогать, поскорее ее проходить и заканчивать. 2 периода времени у вас осталось на то, чтобы полностью, скажем, пройти все круги ада, так я их назову, потому что я вижу, что тяжело. Вижу, что очень тяжело. Тут и косточки у нас, и острые ситуации, и запутанные ситуации. То есть все есть, все в вашей жизни. Кстати, и потери тоже в вашей жизни есть. Может, даже они были, но вам до сих пор больно из-за этих потерь. Люди, обстоятельства, все на вас очень сильно влияет. Здесь очень чувствительные натуры, вот кто смотрит эти гадания, кто зашел на этот песочек. Что я хочу вам, мои дорогие, сказать? Эти перемены, они, конечно же, непростые, и они, конечно же, болезненным, потому что я вижу у многих болезненность. Вам кажется, что ничего не происходит, что вы в каком-то круге сансары, да? Ничего не происходит, одни переживания, да, с утра до ночи какая-то темнота, какие-то вот сумерки, да, блуждаете вы в сумерках, и нету конца и края этому лабиринту, выйти невозможно, да, здесь и отчаяние, и страх. Этот песок просто кричит, он просто кричит. Очень острый нож постоянно врывается в ваше сердце, постоянно вот кому-то прям угрожает. Видите, это огромный нож, который угрожает человеку. А здесь вы очень объемный человек, и это мне говорит о том, что ваши ощущения, ваша боль, ваша чувствительность, она вот просто, не знаю, настолько вам тяжело сейчас, настолько вы... Ярко вы переживаете, ярко вы страдаете, и нет помощи, нет спасения от этого. И этот нож, он постоянно вам угрожает, постоянно. У кого-то это играется так, что есть человек, который как будто бы вам угрожает, да, который заставляет вас, да, ходить по лезвию этого ножа. Человек, который причиняет вам эту боль. Этот человек может делами, словами просто каждый раз вот этим мечом колоть вас, ваше сердце, вашу душу. Просто уже, да, ситуация, когда... не знаю, освобождения. Хочется освобождения. Мои дорогие, это произойдет. Но этот противный человек, он еще какое-то время будет в вашей жизни. И это человек ваш учитель. Понимаете, вот как это может быть... Спросите вы меня, а я вам скажу, да, так может быть. Этот человек вас учит через боль, через страдания, через, может быть, унижение, какие-то такие вещи он вас учит. Да, урок очень сложный, да, урок очень болезненный. Но, мои дорогие, понимаете, да, высшие силы, они ведь мудры. Они не дают нам больше, чем мы можем вынести. И значит, есть
в этой всей ситуации какая-то высшая мудрость. Ее нельзя понять, но ее нужно принимать, да, выхода-то все равно нет. Пока этот человек вот так себя ведет, он еще лежит в горизонтали. То есть, когда он станет в вертикаль, а он уже на пути к вертикали, он уже смотрит в сторону вертикали, этот человек, он просто вылетит как пробка, да, из вашей жизни. Так что, мои дорогие, не отчаивайтесь, не переживайте, это все настанет. Так, вот здесь похоронен другой человек. Ну, похоронен это вот, ну, у кого-то, может, это буквально будет, а у кого-то просто понимаете, да, что человек в прошлом, либо человек очень далеко от вас, человек лежит уже в горизонте, то есть к вам он проявиться пока не может, то есть есть блокировка, и вы руки к нему тянете, как будто бы вы оплакиваете этого человека, как будто вы ждете, чтобы этот человек там, например, вернулся и вам помог, ну, либо, ну, не хочу это озвучивать, да, но вы меня поняли, да, как-то вы хотите к этому человеку, все время к нему призывы делаете. Что я хочу вам сказать? Этот человек пока нет, он не идет. Дорога к вам у этого человека закрыта с двух сторон. Закрыта и с вашей стороны, чтобы вы к нему пробились, и с его стороны. Пока вот этот, который колет вас ножом, не вылетит из вашей жизни, вот этот новый, хороший человек, он в вашу жизнь не войдет. У кого-то, кстати, может быть, как и человек не из прошлого, а наоборот, человек, который в будущем, да. Вот кто-то себе там думает, я хочу себе идеального человека, который бы там мне помогал, был опорой, любил бы меня, уважал, ценил, и я бы там счастье в жизни бы нашел. Вот этот человек, да, вот которого вы себе там представляете, которого вы ждете, да, он войдет в вашу жизнь, но должно пройти время. Вот эти два периода времени трансформации, они проходят. У вас глаза открываются на то, что вы делали, как вы жили, где, что вы, ну, накосячили, извините, но так оно и есть. Потому что большинство наших проблем, они нам даются именно за что-то, либо в отработку, либо в наработку какого-то нового счастливого будущего. То есть идет именно вот такая ситуация. Так, за спиной у вас я вижу еще людей. Это могут быть как и детки ваши, так и, например, люди, которые, ну, скажем так, да, вы должны им помогать, вы должны как-то за них заботиться, да, это могут быть там и пожилые родители, и люди, которые вот, я не знаю, может, вы волонтер, да, и у вас есть подопечные. То есть я вижу, что эти люди в вас нуждаются. И вы просто вот, понимаете, переживая свою боль, переживая свои страдания, вы еще вот из-за других людей тоже впрягаетесь, так скажем. Что я хочу вам сказать? Ждать, вот как я вижу, осталось недолго, вот реально недолго. У вас уже новый жизненный путь, вот он вырисовался, да, и вот они два периода времени, которые они, ну, блокируют пока. Вы пройдете одно большое препятствие в своей жизни, просто преодолеете, скажем так, кармический узел, разрубите, и потом за ним пойдет следующее. И после этого у вас просто, как знаете, ну не знаю, на 180 градусов жизнь ваша поворачивается, вот в прямом смысле этого слова. Ждать осталось вам недолго. То есть, ну, я не знаю, может быть, у единиц только может отыграться на 2 года. У большинства это вот именно ситуация там 2-4 месяцев, да, ну там максимум полугода. Опять же таки, да, от вас зависит, насколько вы будете сильны по жизни и насколько вы, например, понимаете, я вижу, что у вас какая-то разбалансировка идет, да, как-то вы себя считаете очень ответственным и обязанным человеком. У вас есть 3 человека за спиной, плюс вы еще себе сколько-то там нарисовали в уме, да, и вы считаете, что ну, вы обязаны жить именно так, вы там должны булки сжать и дальше жить, да, терпеть. Вот это неправильная позиция. Вам нужно, чтобы поскорее эти все перемены и трансформации произошли, больше думать о себе, о своей жизни и о своем счастье. Что не я для кого-то должна там жить, а я должна жить для себя, для того, чтобы быть счастливой, любимой, улыбаться, радоваться этому миру, понимаете, быть в гармонии с собой и с миром. Вот так вот. Когда у вас будет такой подход к жизни, конечно же, у вас все пойдет быстрее, светлее и ярче. Вы получите все то, что вам обещано судьбой. А обещано, я вижу, здесь многое. Давайте теперь посмотрим, что вам обещано конкретно, да? Как
будет улучшаться ваша жизнь? Как будет улучшаться ваша жизнь? Как будет улучшаться ваша жизнь? Как? О, замечательно, замечательно. Здесь просто все замечательно, мои дорогие. Смотрите, я начну с конца, чтобы вы понимали, насколько замечательный и насколько волшебный этот песок. Вот он, волк. Смотрите, волк, который воет на луну. Да, вот он, волк, какой красивый, четкий, очень волк вышел. Я живу в Турции. Вот это гадание, оно, скажем так, оно арабское, да, вот в арабских странах оно было придумано, но развитие оно получило именно здесь, в Турции. И многие, вот как они там 500-600 лет начали этим всем заниматься, до сих пор гадают. В Турции главный символ, скажем, такой магический, мифический, это волк. Это вот наподобие Римской империи, да, Ромула и Рема, вот здесь тоже волк играет, вот это прародитель тюркских народов. Поэтому вот этот знак, это просто, не знаю, божественная печать, да, вот когда он выходит, это говорит о том, что ваша судьба, она, во-первых, под присмотром высших сил, и во-вторых, вы получите все, вы получите просто все при жизни вы получите все блага, все радости и все счастье, которое вам вот прям прописано, отпущено и должно быть в вашей жизни. Этот волк вам это обещает. Здесь еще и дельфин. Дельфин Юнус по-турецки, он тоже очень важный знак. Это знак будущего, это знак счастья и это знак исполнения мечты. Мои дорогие, прекрасный песок, прекраснейшие события вас ждут впереди. Ну, я тут немножечко вам расшифрую, потому что знаков очень много на самом деле вышло, и все они просто, ну, просто волшебные. Я не знаю, прям хочется плакать, не знаю, настолько меня трогает ваш песок, настолько я за вас рада, настолько мне было больно, когда я видела вашу несчастную жизнь и этот меч, который над вами висел. И настолько сейчас я рада за вас, что вас ждет впереди. Итак, мои дорогие, ну, во-первых, да, я даже так скажу, многие уже, наверное, видят, да, вот такую прекрасную полную чашу. Ну да ладно, к ней давайте вот прям по порядку, да, прям с самого низа пойдем. Во-первых, ваша жизнь, она обновляется, она очищается. Смотрите, это вы. Это вы. У вас перед вами открывается просто множество дорог. Одна дорога, вторая, третья, четвертая. Понимаете, эти дороги все открытые, они все счастливые. Вы будете выбирать свою дорогу жизни, вы будете выбирать свое счастье. И вы отправитесь в счастливый путь, мои дорогие. Куда бы вы ни пошли, что бы вы себе ни задумали и что бы вы ни придумали, вы придете к любви и к счастью. Вот так вот у вас идет в жизни. За все, что вы пережили, за все, что вы выстрадали, поверьте, награда найдет своего героя. И этот герой именно вы, мои дорогие, кто зашел на мое гадание и смотрит именно этот голубой песочек. Что я хочу сказать? Есть препятствия, есть острые ситуации, которые могли бы вас подвесить на крюк. Они от вас скрыты. Высшие силы будут убирать от вас опасность, неприятных людей, плохие ситуации. Все это будет уходить. Да? Фатум и фатальные обстоятельства будут уходить из вашей жизни. Все будет чисто, ярко и понятно. Здесь у вас чайка. Чайка, она вышла в горизонте. Чайка — вестница. Она принесет вам весть, но придет время. Этой вести еще не суждено прийти в вашу жизнь, не суждено пробиться в ваше поле. И эту весть она принесет о человеке, который станет вашим другом, вашим помощником, вашим наставником. А у кого-то это рождение ребенка гениального, ребенка очень талантливого и ребенка, которым вы будете гордиться, ребенка, который никогда вас не оставит, который будет любить вас и будет почитать и уважать. Вот так идет. Это еще у нас в горизонте, это события будущего, они, скажем так, они прописаны в книге вашей судьбы, но они пока еще далеки от вас. Ну, далеки это может быть там 2-3 года, может даже 5. Но, мои дорогие, это уже у вас отпечаталось. У кого-то будет глобальный переезд, причем вот, ну, буквально там в течение полугода. Смотрите, какая красивая туфелька вышла. Видите эту туфельку на каблучке? Это женская туфелька. И говорит она о том, что переезд будет просто замечательный. Смотрите, она смотрит вправо. Вправо. Это для вас, для вашего блага. Если вам
по судьбе будут выпадать переезды, возможности куда-то переехать, сменить свою жизнь. Смелее идите туда, знайте, что это знаковое событие для вас и принесет оно, ну, просто замечательный результат и большие успехи. Еще я вижу у вас дела, ваши дела. Здесь вы что-то будете придумывать и что-то будете реализовывать. Даже нет, не так. Все, что вы будете придумывать, вы будете реализовывать, и все это будет приносить вам прекраснейший результат. Доход, радость, счастье, удовольствие, реализацию, самоуважение. Вот просто вот наполненность идет. Смотрите, здесь вы в такой грустной, печальной позе, да. Человек, который грустит о каких-то прошлых обстоятельствах, прошлых событиях и прошлых потерях. Здесь какие-то две потери очень для вас какие-то, ну, существенные, да, которые не дают вам, ну, прийти в себя, скажем так. Вы этом горизонте. И это говорит о том, что, конечно же, будут у вас и переживания, может быть, какие-то, может быть, о прошлом какие-то сожаления, но у вас достанет сил посмотреть на это с другой стороны и понять, что все не так уж и плохо. И что то, что вы где-то когда-то потеряли, вам воздается сторицей, да, за это. Конечно, нельзя вернуть там некоторые вещи, некоторых людей, но, тем не менее, вы поймете, что ну такая ваша жизнь, такая будет смирение и принятие. Вот что важно. Даже не смирение, а принятие важно. И это замечательно. Так, еще я хочу вам сказать, что здесь, конечно, у нас еще и бадым вышел. Бадым, извините. Это орех, не фундук, это другой орех. Ой, прошу прощения. Миндаль, это миндаль, все, извините, пожалуйста, это миндальный орешек. Миндальный орешек Турция, это тоже такой, знаете, лакомство и деликатес, и желанный гость на любом столе. Он, кстати, здесь и растет, и многие вот гордятся, да, что у них растет этот орех бадам, да. Господи, опять забыла. Ну, в общем, неважно, да? Орешек. Орешек — это знак того, что вы, ну, разбогатеете, что у вас будут эти орешки, что вы, во-первых, ну, результат, да, результат. Это ваша зажиточность, это ваша ресурсность, это то, что вам позволит, скажем так, ну, на эти накопления жить, существовать, как-то вот и себя поддерживать, и близких людей. У кого-то, кстати, может быть и бизнес свой, да, человек откроет свой бизнес, и этот бизнес будет, он просто семейный, он будет очень-очень результативный. Вот так вот идет. Я вижу вас в красивых одеждах. Вот здесь человек в красивых одеждах. Это человек молодой, это человек здоровый, это человек веселый. То есть если у вас были какие-то проблемы со здоровьем, самочувствием, с реализацией, у вас все это уйдет и будет прекраснейший, просто замечательнейший результат. Ну а в целом, мои дорогие, вот эта чаша, этот граль, чаша, да, у вас идет, говорит мне о том, что жизнь ваша будет наполненная, счастливая, в ней будет любовь, в ней будет радость, в ней будет смех, в ней будет все, что вы заслужили, мои дорогие, а заслужили вы все самое лучшее. И смотрите, эту чашу венчает этот волк. Хотите, сделайте себе скриншот этого песочка, поставьте на гаджет, да, каждый раз, когда вы будете заглядывать в свой телефон, планшет, компьютер, вы будете видеть этого волка. И вы будете понимать, что эта жизнь, это счастье и это будущее вам обещано высшими силами. Мои дорогие, на этом гадание мое закончено. Желаю, чтобы поскорее все самое лучшее в вашей жизни случилось. И чтобы все вот эти ранящие, колющие ситуации поскорее вас покинули. И больше никогда вам не вредили и не приносили неприятные моменты. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.